Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Итоги 2025 года подводим сегодня с заместителем премьер-министра правительства Республики Башкортостан. Я представляю Ирика Сагитова. Ирик Харивалевич, здравствуйте. Здравствуйте. Главная тема – это, разумеется, подведение итогов 2025 года. И так получилось, что в правительстве вы отвечаете именно за жизнедеятельность республики, наших жителей Башкортостана. Вот какие показатели вы бы отметили по итогам года? Спасибо за вопрос. Да, действительно, сегодня и президент нашей страны, и глава Республики Башкортостан Ради Фаритович ставят перед нами большую задачу именно по обеспечению безопасности наших жителей Республики Башкортостан, чтобы наши граждане чтобы могли везде, всегда чувствовать себя в безопасности, независимо от того, что происходит на улицах, в общественных местах. Если говорить именно о пожарной безопасности, вот каким показателям пришли в этом году? Если за последние 5 лет, если только взять, да, в 2020 году где-то порядка 11 тысяч пожаров происходило. На сегодняшний день это мы планку опустили практически на 7,5 или порядка 24%. Ну и, конечно, самая трагедия, это, наверное, все-таки вот в этих пожарах, это гибель людей, это потеря имущества. Если тогда в 2020 году у нас планка была там, конечно, вот 286 человек погибших. Но тогда вот Ради Фаритович задачу поставил, чтобы мы намного это снизили. На сегодняшний день мы порядка вот на более 20% снижено. И порядка у нас вот на сегодняшний день, конечно, к сожалению, все равно имеем 189 погибших. К сожалению, вот 12 детей. На водных объектах то же самое. Если 116 приблизительно вот ежегодно погибших было, да, вот 20-е, 21-е, 22-е года, и эта планка, конечно, мы уже понизили до 70 человек. Но мы всегда же говорим, когда читаем, вот когда сколько погибло, сколько это, да, но мы никогда обратную сторону не видим, когда очень много спасенных жизней. Спасенных от сокращения пожаров, спасенных в том числе на пожарах людей. А мы вот то же самое, очень больших показателей достигли, порядка уже 1500 спасенных жизней, и из них более 500 это только дети. Вот, поэтому над этим мы, конечно, работаем. А это именно благодаря, вот, во-первых, это принятие постановления правительства Республики Башкортостан о стратегии развития пожарно-спасательных сил. Это большая профилактическая работа проводится среди населения. Вот мы же говорим, кто обучен, предупрежден, то значит он знает действовать в тех или иных ситуациях. Вот поэтому я считаю, что мы неплохими показателями идем на конец года. Нас буквально вот несколько дней назад и на федеральном уровне, и при Волжском федеральном округе отметили Республику Башкортостан как один из лучших субъектов по, вот именно по данному направлению. Потому что мы лидеры по многим направлениям. Но здесь есть вот такие конкретные меры, точечные, которые помогают именно улучшить статистику. Ну, и это, наверное, звучит немножечко по-канцелярски, да, штампом, но спасать жизни. Я сейчас говорю о дымовых извещателях, которые у нас вручают семьям. Я говорю о тех депо, которые выстроены. Вот можно попросить поподробнее рассказать? Ну, вот мы уже за последние только вот 5 лет построили уже 6 пожарных депо, 8 частей. И это на этом не останавливаемся. Порядка более 100 единиц закуплено техники. Потом пожарные извещатели мы вообще по стране лидеры. Мы установили бесплатных именно из республиканского бюджета более 700 тысяч. И этим показателем ни один субъект ни при Волжском федеральном округе, ни Российской Федерации не может вот сравнивать. Потому что каждый пожарный извещатель это то же самое. У нас больше 1500 спасенных жизней. Она вот мини-сирена, вроде копейки стоит, да, но мы бесплатно это выдаем при рождении ребенка. Там категорий очень много, порядка 16 категорий. Многодетным семьям, 55+. Сейчас уже участники специальной военной операции. То есть очень много категорий, которым вот именно при рождении ребенка уже больницы получают эти пожарные извещатели. Так ходим по домам, по квартирам. Это многодетные семьи или семьи те, которые стоят у нас группа риска. Группа риска или одиноко проживающие, да, вот обязательно. Потому что он именно вот благодаря сработке очень много спасенных жизней. В том числе по поручению вот Ради Фаритовича уже вот 2-й год подряд работаем установкой GSM-модулем. То есть здесь уже она на сим-карту или соседям, или родственникам она приходит сообщение, и чтобы своевременно оказать
помощь. Обсудим еще и нашу нынешнюю погоду, да, когда у нас вроде бы сегодня -5, а завтра уже -20. Разная толщина льда. И при этом на дорогах не всегда наблюдается такая положительная ситуация. Вот как реагируете на погоду? У нас вообще мы начинаем на целый год, вся группировка у нас насчитывается более 11 тысяч человек, больше 3 единиц техники. Вот, в том числе здесь и вот глава республики постоянно ориентирует на данное направление, потому что у нас действительно очень большой скачок температуры, в том числе вот аномальная температура, да, ранняя весна приходит, то летом у нас дожди, то горим, да, а осенью у нас уже на дворе декабрь месяц, а у нас еще река Белая, река Уфа, там просто вода, да, и мы уже в Башкирии вот 4 раза только прикрывали дороги вот из-за вот этой снежной погоды. Конечно, наши все силы и средства всегда готовы, как по линии Министерства транспорта, по линии ЖКХ и, конечно же, наши основные силы, это Главное управление МЧС России по Башкортостану, Государственный комитет по ЧС, потому что мы оперативно действуем сразу, в первую очередь, это, конечно, пункты питания, пункты обогрева, чтобы люди на трассах, на дорогах, чтобы не замерзали. Здесь мы все силы и средства наши обучены, готовы и, конечно же, всегда первыми приходим, конечно, на помощь. Мы очень оснащение имеем и снегоходы, и большие болотоходы, машины. Ни один субъект, наверное, не может похвалиться тем, что мы на вооружении еще имеем и наш свой аварийно-спасательный вертолет К-32. Следующий вопрос может быть немного не по погоде, не по сегодняшней погоде, но не менее актуально. А мы ведь подводим итоги года. Я сейчас говорю о пляжах, потому что Республика Башкортостан по организации именно специализированных мест для купания лидер в округе. В числе лидеров в округе. Расскажите, как удалось добиться этих показателей, почему важно создавать именно специализированные места для купания? Ну, начнем с того, что тоже это и во время пандемии у нас, когда границы были закрыты, то есть в 20-х, 21-х годах очень много, в том числе погибших, было на воде. Но в соответствии с указом 310 главы Республики Башкортостан Раиса Фаритовича необходимо надо было открыть уже порядка 200 пляжей на территории Республики Башкортостан. На сегодняшний день эта задача у нас выполнена. Мы открыли 202 оборудованных пляжа. Для чего? Это целью, чтобы люди именно отдыхали, купались в оборудованных пляжах. Профилактические группы у нас на воде постоянно курсируют, ходят вместе вот, с республиканскими органами власти, муниципалитетами, постоянно работаем, да, потому что это основная задача, ну, вот, всех. Один здесь поле не воин, поэтому работают все. И республиканские мы начинаем и год вроде с брифингов, и журналистов вот, по средствам массовой информации, по телевидению, все говорим, сообщаем, и памятки раздаем, да, как действовать в тех или иных случаях. Еще один вопрос, который вы лично курируете, вы формируете гумконвои, которые отправляются в зону спецоперации. Сколько уже отправлено? Какие еще задачи стоят? Ну, задачи стоят, она уже стояла с первых дней. Мы буквально с начала специальной военной операции, с февраля 2022 года, мы 2 марта уже начали отправлять гуманитарный гумконвой. Перевезли туда уже порядка 19 тысяч тонн груза. Стараемся ребятам помочь, конечно, во всем, в соответствии с их заявками. Командиры войсковых частей, бригад, полков. Вот, ничем мы стараемся не отказывать. И со всей республикой, уже и правительством, и администрациями районов, организациями, предприятиями, нашими неравнодушными гражданами, волонтерами. То есть вот все собираемся помочь нашим ребятам. Потому что мы вместе говорим, да, и тыл, и на фронте, чтобы ребята ни в чем не нуждались. Будем помогать, чтобы скорее настала наша долгожданная победа. Есть еще ряд направлений, которые вы курируете. Может быть, они не так ярко заметны, но тем не менее, давайте упомянем их. Я сейчас говорю именно об органах ЗАГС, о том, что вы курируете их деятельность. Вот что наиболее здесь интересно, может быть, происходит, что подметили? Может быть, достижения какие-то за год есть? Ну, если говорить про органов ЗАГС, да, действительно, у нас в республике сегодня действует 74 органа ЗАГСа, где работают 245 высокопрофессиональных специалистов. Некоторые специалисты, которые даже в органах ЗАГСа работают уже более 15 лет. Мы тоже одними из первых начали, внесли ее. И сегодня родители могут, не выходя из дома, регистрировать своего ребенка уже через госуслуги.
И вот за этот год и за прошлый год мы достигли этого результата 72%. А если в среднем по Российской Федерации 33%. Здесь, конечно, очень большая работа проводится. Очень большая работа проводится нашими работниками ЗАГСа. Конечно, это сегодня это состояние семьи, это наши ценности семьи, традиции. Очень много проводим, в том числе, дни открытых дверей, чтобы наши семьи, чтобы вместе, дружно жили, чтобы воспитали с мамой, папой, чтобы семья была крепкая. Мы неоднократно, в том числе, нас приглашали не только наши семьи выступать в российском масштабе, вот, и России, БДНХ, да, вот, и туда вот именно вот наши традиции, семейные такие узы. Поэтому наши семьи же они многодетные. Поэтому здесь я, конечно, благодарю наших всех работников ЗАГСа тоже вот за такую вот большую объемную работу. Ну и, насколько я понимаю, в республике доступна юридическая помощь бесплатная для жителей Башкортостана. Где конкретно, как можно ее получить? У нас на базе государственной госкомюстиции, да, работают у нас специалисты, на сегодняшний день их 9 специалистов, которые оказывают юридическую помощь. Очень много обращений в прошлом году, в этом году, ну, это более 5000 обращений ежегодно. В том числе большая помощь, конечно, сейчас оказываем участникам специальной военной операции. В этом году порядка из 5000, это 2700 только оказана юридическая помощь, это участникам специальной военной операции и членам их семей. У нас места работают в городе Уфе и 5 городах нашей сегодняшней республики. На сегодняшний день еще с 26 года, с 1 января начнут работать. Еще мы 3 дополнительных места открыли именно для проведения бесплатной юридической помощи. Это город Уфа, Бирск и Белорецкий. Поэтому здесь нагрузка, конечно, тоже ежегодно увеличивается порядка на 30-35%. Ирек Хриваревич, спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию. Мы подвели с вами итоги уходящего года. Надеюсь, что показатели будут улучшаться и в следующем году. Желаем вам успехов. Спасибо огромное. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить то же самое наших жителей Республики Башкортостан с наступающим новым 2026 годом. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успешного выполнения всех поставленных задач, чтобы наша республика действительно процветала, чтобы мы были во всех направлениях, чтобы были лидерами и, конечно, за безопасность наших жителей. Берегите себя, берегите своих родных, близких. Спасибо огромное. Это была программа интервью. На наши вопросы отвечал Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Всего доброго.